Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и мира темы и беседуем с наиболее осведомленными и умными собеседниками, с теми людьми, которые, как я выражаюсь, всегда есть что сказать. Сегодня мой гость Алексей Арестович. Привет. Привет. Ну, Алексея многие знают как и философа, и бывший военный, если можно сказать бывший, да, и военный эксперт, и аналитик политический, и так далее. Обозреватель, там на пол-листа титулов профессии и специализации. Но сегодня так сложилось, что Алексей стал, я назвал, когда решил типа поздравить, сказал, стал речником ТГК, тристоронней контактной группы, но Леш меня поправил. Скажи, как правильно это называется? Правильно это называется так. Советник по информационной политике украинской делегации в ТГК. ТКГ. Это буквально пару часов назад, да? Было оглашено? Ну, как бы подготовка шла несколько дней. Это же очень непростое место, непростая должность. И точнее, не должность, а позиция, потому что это общественная нагрузка. Да, общественная нагрузка. Общественно-государственная нагрузка. Да. И я принял участие в тех заседаниях, которые были накануне, подгрупп в режиме видеоконференции, еще раз посмотрел и убедился со своей стороны, что можно и нужно этим заниматься для защиты национальных интересов Украины. И, видимо, на меня посмотрели и решили, что да, что можно. А ты можешь рассказать про это согласование? Кто согласовал, как? Но решение принимал Леонид Макарович, он же подбирает себе как глава делегации. Ну, слушай, без Зеленского тут не может быть, он президент страны. На этот счет я не знаю, я не могу ничего сказать. Но, скорее всего, я общался с Леонидом Макаровичем. Вот буквально прошло несколько часов. Facebook можно уже не открывать, потому что самое мягкое, что я прочитал про Алексея Арестовича, это «Московская консерва». Еще есть сообщение, что ты нетрадиционной сексуальной ориентации. И я боюсь просто, я сегодня немножко не в том состоянии, что следить за всем, просто видел мельком. Наверное, еще что-то, позиции 10. Перед тем, как спросить про суть дела, хочу задать просто вопрос, зачем оно тебе надо? Ты понимаешь, потому что, во-первых, я давал присягу народу Украины. Но тоже военная присяга. Военных бывших не бывает. Я майор запаса, майор резерва ВСУ, и моя страна ведет войну. Значит, несмотря на всю мою философичность, несмотря на наличие школы мышления, там огромную часть моей жизни занимает преподавание и так далее. Я считаю, что в чувствительных местах, а эта позиция, ты же понимаешь, это очень специфическое место. И по реакции публики мы видим уже, какие стрелы полетели, а то ли еще будет. Да. Это очень узкое. Это только начать, ты еще слова не сказал. Да. Но Родина меня учила, что и родители, что где трудно, туда вперед. Этой общественной должности до этого момента не было. Не существует. В связи с чем она была учреждена, и специально ли под тебя, или была должность, а тебя искали кандидата? Была, насколько я понял, дискуссия о том, чтобы найти спикера или там, скажем так, в общем, человека, который смог бы реализовать так называемую One Voice Strategy, стратегию одного голоса, когда не в разнобой даются комментарии, а суммируются комментарии и выдается из одного источника один голос. Эта стратегия была отработана на Западе еще во времена Вьетнамской войны. Началось, когда на своем опыте люди крайне болезненно убедились, что комментарии в разнобой все только портят. Надо все-таки собирать. Это является нормой для НАТО, например, и для ЕС, и вообще для всего мира. Сейчас Азербайджан такую реализует политику. Называется стратегия одного голоса, когда один человек, собрав всю сумму комментариев и при выработке единой позиции делегации, например, может озвучить ее, как она есть. Смотри, если ты, во-первых, под вопрос, это связано с высказыванием Фокина, которые пошли в разрез государственной политики, позиции и решили там положить конец. Так по логике рассуждаю. По логике, конечно. И высказывание Фокина тоже очень сильно огорчило руководство делегации. Скажем так. Собственно говоря, он был уволен, я так понимаю, поэтому, хотя не могу точно сказать, почему именно. Я предполагаю. Слушай, снаружи все видно было. Тут даже не нужно никакой тайной аналитики, не требуется в этом плане. Тайной аналитики нет, да, слишком. Тут же еще один момент, что россияне, выходя с переговоров, успевают озвучить за 10 минут
все свои... У них работает все как в воинской части. Да, они хотят выдать многие вещи, они, мягко говоря, смещают акценты в свою пользу. И для того, чтобы идти вровень с ними, хотя бы, в идеале опережать, мы как бы еще пошли. Но это и в том числе моя задача. То есть максимально оперативная. Чтобы мир слышал, мир, народ Украины, международные партнеры, они сами, да, в первую очередь слышали, что наш голос. Потому что много раз же было, когда русские сразу... Они говорят, а потом мы вынуждены догонять. В информационном, в информационном пространстве существуют правила, очень важно. Ты должен успеть захватить повестку дня. Дальше, если тебя критикуют, разгоняют, то все равно ты уже сказал, и все это работает на твой месседж. Даже простой интернет и Google. Первая ссылка всегда в корне, да? Конечно. От чего она идет. От чего она идет, да. Об этом-то и речь. И они успевали сделать это раньше. Нельзя сказать, что мы с ними прямо соревнуемся, но на международном уровне для народа Украины, для СМИ. Это дипломатическая война. Наш голос должен быть представлен полноценно и желательно не отставая от российского. Кроме того, недоумение, я так понимаю, международных партнеров, СМИ, народа вызывает не до конца понимание, что происходит. А ведь моей задачей является, в частности, это что? Объяснение целей. Есть работа трехсторонней контактной группы, нашей делегации в ней. И еще подсвечивание, то есть того, какими шагами мы достигаем, для чего что делается. Потому что народ нельзя держать в неведении, когда люди не понимают, куда это все. Это начинается зрада, люди начинают подозревать, что что-то под столом, под ковром делается. Да. А мои любимые домохозяйки, как я говорю, должны быть спокойны. То есть я согласился им разъяснить это все. Да. То есть информации будет много, настолько много, насколько это возможно? Ну, я надеюсь, что она будет, во-первых, системной, а во-вторых, появятся каналы коммуникации, начиная с соцсетей, заканчивая там каналы взаимодействия СМИ. Я сейчас думаю, как это вернее и правильно сделать. Это будет сделано в ближайшее время. Ты один там? Помощник есть? Пока один. Возможно, кто-то согласится. Это же общественное начало. Все. Согласится быть помощником. Это может быть назвать даже общественным концом, потому что заклюют так, что... Ну, меня заклюют не пугает. Мне как бы волнует одно, насколько я полезным смогу быть на этой позиции. А в каком случае ты подашь в отставку с этого поста, если вдруг что? В каком случае, если меня заставят поступать против национальных интересов Украины и против собственной совести? Попросят поступать, заставить невозможно. Но все равно же такого рода работа, тем более единственного спикера, подразумевает какие-то правила и ограничения. Однозначно. Какие условия твоей работы? Ты смотри, сейчас ты такой вольный аналитик. Что хочу, то говорю. Да? Ты теперь меньше станешь давать интервью, меньше станешь писать в Фейсбуке, будешь ограничен в высказываниях государственной позиции, которая утверждается президентом там, и так далее. Нет. Не меньше, а точнее я стану. Никто меня не ограничивает ни в интервью, ни в частной жизни, ни там в преподавании, ни во всем остальном. Я просто четко буду разделять, где я говорю как советник и спикер, если хотите, а где я говорю как военный обозреватель или вообще как частное лицо. То есть это всякий раз можно подчеркивать. Меня все равно не удастся свести только к советнику, потому что меня очень много. Ну в том-то и дело, весь интернет забит. Ну это делается точностью, просто точностью разделения меседжа. От я завжди, по-перше, коли я буду, є ознака, коли я буду виключно українською мовою, коли я буду говорити про справи ТКГ і взагалі як радник, я буду розмовляти виключно державною мовою. Как частное лицо, как военный обозреватель, на том языке, на котором мне удобно. Ну так понятно теперь. Можно будет сразу... Очень легко будет определять. Я буду всегда подчеркивать. Сейчас я говорю как советник. Сейчас я говорю как частное лицо. Сейчас я говорю как военный обозреватель. Это несложная формула, которую можно ставить в речь, зато она очень четко все разделяет. Расставляет акцент. Ты со всеми членами трехсторонней контактной группы общался? С нашей стороны? Да, конечно. Ну, понятно, с нашей. Совсем. На них это накладывает тоже ограничения, потому что вот как им это объяснили? Вот Денис Казанский, вот Гармаш, да, вот... Я с Денисом не общался только. Ну, неважно. Ряд фамилий людей, которые тоже публичные люди, которые тоже много пишут и оценивают заседания ТКГ, и там выступления, как Шарусский там говорят, что наши там много, вот Гармаш писал там, и Казанский писал, им что сказано, больше нельзя писать, у нас такие правила, теперь у нас Арестович или согласовывать позицию. Боже упаси, нет, это не так. Есть просто официальное заявление, а есть частное мнение людей. Они не запрещены. Они не запрещены. А как им могут запретить? То есть если с тобой кто-то не согласен? Это же не армия, он может заявить свою позицию спокойно. Спокойно, да? То есть... Без проблем. Но мы должны понимать, что это частное мнение.
То есть человек принимает участие, его пригласили, он там не случайно. Конечно, у него есть человеческая позиция, личная по отношению ко всему. Он может быть не согласен со мной, с кем угодно и заявить. Но мне даны полномочия официальных заявлений. Вот в чем дело. Поэтому позиция разделена. Более того, вполне возможно, что я сам, как частное лицо, сделаю заявление когда-нибудь. Ну, не заявление, вернее, а выскажу свое мнение. Но я сразу подчеркну, что как частное лицо, а не как человек, который говорит от имени нашей делегации. Вокруг ТКГ последние там несколько месяцев просто витает такое облако зрады. Настоящий. Всяческими заявлениями, недомолвками, версиями публичными, выкинутыми там членами там, или не членами ТКГ в интернет, были вызваны уже и массовые демонстрации твоих же там, коллег-ветеранов, там еще кого-то, еще активных патриотических людей. Что изменится с твоим приходом? Ну, я надеюсь, вот что во-первых, я буду действовать так, чтобы не возникало как можно меньше пространства для домыслов. Первое. Во-вторых, я не буду тянуть с заявлениями там 3 суток, 4 суток и так далее, как бывало в этой жизни, потому что тот же натовский стандарт — это 1 час реакции на любое происшествие. А моя политика заключается в том, чтобы действовать на опережение, заранее уведомляя СМИ, международные партнеры и народ Украины о том, что мы собираемся делать. Конечно, это и что делается. То есть системность и своевременность. Не все далеко удастся анонсировать, потому что это позиция не только наша, это позиция российской стороны, это позиция, самое главное, международных посредников. Все это согласовывается. Так что особых тайн инсайдов ожидать не приходится, но, по крайней мере, своевременное информирование, например, сразу после работы делегации, короткое сообщение, и на следующий день там пространное сообщение, откуда можно взять все подробности. Но ни в коем случае не с большим запаздыванием, не оставляя пространства ни для наших доброжелателей за границей, ни доброжелателей здесь. Таким образом, я надеюсь, что за какое-то время удастся выровнять вот этот вот градус невроза, существующий по отношению к деятельности ТКГ. А делается это всегда очень просто. Разъясняются дальние цели происходящего и пути их достижения. Почему сделан тот или иной шаг. Убеждает логика. Не хайп, не громкость голоса, ничего. Логика происходящего. Вот эту логику я и постараюсь донести наилучшим возможным способом. Одной из проблем ряда представителей нынешней власти, в том числе бывших членов ТКГ, было то, что они не называли вещи своими именами. То есть проблема терминологии. Некоторые говорят, то типа все равно какая разница, как ты там формулируешь и называешь. На самом деле русская пропаганда как бы зеркалом показывает нам, насколько важны слова, да, как они в них играют. Слова крайне важны. Это просто все, с чего начинается, да. Вот. И ты как человек вообще, который работает со словом просто профессионально каждый день, да. Вот пример такой. Тут Алексей Резников, он, кстати, причастен к этому назначению наверняка. Да, думаю, его лучше спросить. Ну, хорошо, спросим мы его. Но в этом нет сомнений, потому что он как бы курирует это на все направление, да, на нашей власти. Он сделал сегодня важное заявление, что нельзя нельзя употреблять словосочетание «аннексия Крыма». Да, оккупация. Временная оккупация. Это причем подчеркивает, что временная. Ну, или оккупация, или временная оккупация. Временная оккупация. Вот объясни, в чем терминологическая разница для всех. Вот даже журналисты смотрят нас, да, и будут смотреть. Вот, уважаемые коллеги, это игры в слова заканчиваются тем, что русская пропаганда потом на всех уровнях, во всех европейских, ладно, что там у них они у себя говорят, да, начинают нас ловить на словах, перекручивать там и так далее, и так далее. Вот в чем разница? А я сейчас покажу, как надо делать гражданину, который волнуется, а тем более журналисту, волнуется за терминологию. Открываем словарь дипломатически. Написано: насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке. Аннексия — это, грубо говоря, взгляд с российской стороны, с московской, с кремлевской. Добыча. Давай так. Да, добыча. Мы добыли, присоединили, а теперь такой статус-кво, и делайте с этим, что хотите. Но для нас, с нашей точки зрения, это не аннексия, это временная оккупация наших территорий Российской Федерации. И мы, когда мы подчеркиваем разницу, показываем, что как мы к этому относимся, наша позиция. У нас действуют представительские органы власти в Крыму, да, полный набор властей. И мы не собираемся признавать это ни на секунду, ни в виде терминологии, ни в виде де-факто, ни де-юре, ни в каком варианте. Тут еще какой момент, что дело в том, что
семантическое пространство, то есть пространство символов и смыслов, которые за ним стоят, в Украине в значительной степени все еще находится под российским влиянием. Простейший пример, мой любимый. У нас Киевская железная дорога называется Юго-Западная. По отношению к кому она Юго-Западная? Точно, да. Или, например, более сложный пример. Устойчивый термин «левобережье» и «правобережье» кто ввел в дискурс украинский? Много, сотню лет назад, не меньше, даже больше. Это же российский дискурс. В их антипольском противостоянии антипольском. И от этого надо бежать. Я не могу гарантировать за бегство всего нашего культурного пространства, уж тем более государственного, но, по крайней мере, в той сфере, которую я на себя взял, как добровольную нагрузку, уж я постараюсь быть максимально точным. У меня никаких проблем нет с тем, чтобы назвать, что война на Донбассе – это война с Россией, что это международный вооруженный конфликт. Это не только моя формулировка, этому есть подтверждение постановления ПАРЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, постановление нашего Верховного Совета, Верховной Рады и так далее. Это многократно подчеркнуто. И, насколько я понял, участвуя в работе делегации, никто особо не стесняется так это называть. Другое дело, что есть цели и их достижения. И иногда, когда ты достигаешь этих целей, не надо в лицо превращаться в это самое, и в лицо своим дипломатическим визави при посредничестве ОБСЕ, международных представителей, кричать, что вы там агрессоры, предатели. Так не ведутся. Дипломатия – это искусство брать красивые литературные формулировки и вкладывать туда. Но ты же не будешь с ними соглашаться, если они будут говорить чушь. Мы их деликатно поправляем. Там. Это внутренне, ты имеешь в виду внутренне? Прямо да. во время диалога, да. Но публичная риторика будет абсолютно Нет, такая... публичная риторика, вы можете не стесняться. Я буду называть вещи, вернее, не сомневаться, я буду называть вещи своими именами. Ну, тогда я тебе практически гарантирую, что ты станешь одним из главных героев на их ток-шоу политических. Потому что там творится, я там уже... Так нет, они сейчас вот эту запись смотрят, и могу сказать, они часто берут записи из моих гостей, потому что кого попало не зовем, и показывают. Ты же меня знаешь, вот как ты думаешь, за мной постоит? Да нет, я тебе просто... Все будет названо своими именами. Ну, знаешь, как говорится, вот по той риторике, опять же, которую ты употреблял, слушай, ты майор вооруженных сил Украины. Вот, в этой вот войне, да, российско-украинской войне, да. Но хуже тебя, вот так, если посмотреть со стороны по риторике, для них только Дмитро Ярош, которого тоже предлагали петицию, подписывали в эту комиссию. То есть это, наверное, они еще пока не раздуплились, как это говорят. Но значит, я майор, ветеран и все бла-бла-бла и все остальное, но надо понимать, что здесь я представляю не самого себя. Я представляю здесь украинскую делегацию. Это дипломатические переговоры при посредничестве ОБСЕ очень серьезных представителей. Там тот же Пьер Морель, это легенда. А ты переговорщик одновременно или нет? Вот какой твой статус? Значит, я человек, который советует, как строить информационную политику, частью которой являются переговоры. Точнее, частью переговоров является их информационное сопровождение. И вопрос вот в чем, что мы понимаем, что это дипломатия, и дипломатия должна осуществляться дипломатическими средствами. Если меня вдруг призовут вооруженные силы Украины, я начну решать этот конфликт свойственным вооруженным силам методами, и у меня рука никогда не дрожала и не дрогнет еще раз. А здесь дипломатическими, информационными. Значит, будем действовать, соответственно, дипломатически, информационно, жестко, последовательно отстаивать нашу позицию украинскую, но дипломатическим языком и дипломатическими средствами. Если честно, не особенно представляю, о чем с ними можно там разговаривать. Нет, там есть о чем говорить. Есть, да? Есть, конечно. Ну, например? Сейчас... это гуманитарная, в первую очередь, тема. Обмен удержанными лицами. 4 подгруппы: политическая, безопасности, гуманитарная и экономическая. Там везде свой перечень вопросов. Значит, наиболее проблемная — это безопасность и политическая, можно так сказать. Наиболее наиболее, где быстро договариваются, потому что предметная конкретика — это экономическая. И гуманитарная, там есть нюансы. Вот введение представителей церкви сейчас в некоторой степени начало способствовать тому, чтобы еще стала там ситуация... Обмену мнениями и так далее. Нет, людьми я имею в виду. Нет, не обмен... Сейчас скажу об обмене. Хотя, например, такие же крайние вопросы, как там тюрьма, изоляция, которая есть на их стороне, да, со всеми этими там... нюансами, пытками, вся информация о пытках и так далее, она не способствует работе гуманитарной группы. Там много серьезных дискуссий на эту тему возникает. Но это такое. О чем идет речь?
И тут с твоего разрешения легкая предыстория, потому что без контекста конечно, не будет понятно. Значит, 27 июля начало работать перемирие, временное прекращение огня. Это в рамках нормандского формата, соглашений, которые были достигнуты 9 декабря на высшем уровне в Париже 18 года. 19 точнее. И что получается? Что перемирие действует, оно действительно занизило уровень насилия, интенсивности огня. Но не полностью. Не полностью, безусловно, стреляют. Да, есть точные данные, сколько обстрелов и так далее, и так далее. Значит, но боевое ранение получил только один военнослужащий по боевым причинам за это время. Все-таки не гибнет 15-20 солдат в месяц. Это является положительной новостью. И вдруг они блокируют 17 или 16 сентября, я сейчас вот так вот сходу не вспомню, работу 3 из 4 комиссий россиян. На что они ссылаются? Якобы Верховная Рада, приняв постановление о местных выборах, не приняв, точнее, в том формате, которым им хотелось очень сильно, она дезавуировала процесс, и очень много там обидчивых заявлений с той стороны, что дальше так невозможно и так далее, и так далее. Они прекращают эту работу, а проблемы никуда не деваются. Люди удерживаются временно, вот они удерживаются. Они саботируют. Они заблокировали, да, они прямо эту терминологию применяют. Люди удерживаются в местах заключения, не идет обмена. Разминирование проблемы не решается. А ведь дело к зиме, зимой не разминируешь особо. Это значит перенос аж на весну, лето. А мины — это мины. Я подрывался сам. И при мысли о том, что дети или какой-то крестьянин забредет с обеих сторон, мне нехорошо становится. Я хотел бы, чтобы разминирование Но, произошло. по сути дела, ты сейчас сказал, что русские торгуют политически зраду, грубо говоря, за предательство интересов Украины в обмен на людей. То есть называется террористическая тактика. Набрал заложников в большом количестве, в том числе Я в как Крыму. дипломат скажу, ситуация сложна. Да, что получается дальше? И стал вопрос, недоумевают международные партнеры, посредники, прежде всего, вообще в нормандском формате, да, вот, и их представители. А что вообще, движется даже куда-то или нет? Какие месседжи посылать? На каком основании мы сохраняем санкции? И множество вопросов на высшем уровне. Если спускаться ниже, возникает вопрос конкретный. Когда заработают КПВВ, например? Вот сегодня решили, что 10 ноября заработает золотое и счастье. Это при всей ковидной опасности. Там сейчас идет дооборудование самих этих КПВВ, в том числе с учетом мер необходимости борьбы с эпидемией. 6 мы должны с Резниковым полететь туда на контроль подготовки к запуску КПВВ и так далее. То есть гуманитарные вопросы прежде всего решаются. Мы ни на минуту не забываем, что с той стороны находятся граждане Украины, и мирное население не должно страдать. Это понятно, но им-то какая разница? Если они полностью блокируют работу, так Нет, они не полностью блокируют. Они тоже высказали готовность, ну или, по крайней мере, очень большую радость в связи с тем, что мы движемся дальше. А перед этим была еще одна интересная история. А именно, они предложили так называемую дорожную карту. Сами первые. Впервые это словосочетание прозвучало в ноябре еще при Порошенко 2016 года в Берлине, когда немецкая сторона предложила дорожную карту. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — это одно, давайте вот конкретно уточним его, пропишем, конкретизируем и так далее. Оно тогда впервые прозвучало, и вот они после заблокирования работы вдруг предлагают вот эту дорожную карту. Это односторонний документ, но, мягко говоря, сильно акцентирующий их интересы. И сегодня Кравчук говорит: подождите, товарищи, а давайте украинский документ появится, где четко будет, четко обозначена, четко обозначена позиция Украины, да, с учетом интересов международных партнеров, с учетом, в первую очередь, вопросов безопасности и гуманитарных. И мы отдаем это, мы готовим это к 4 ноября, отдаем международным посредникам, они принимают решение. И делается либо компилятивный документ, то есть собирается, либо, скорее всего, так будет, либо одобряется какой-то один из документов. Потому что украинская сторона не может принимать односторонний российский проект. Мы же должны свою позицию заявить в этом отношении. Это было радостно и бурно воспринято сегодня всеми участниками переговоров. Что, и теми? Да. Да. Но они воспринимают как свою победу. Сейчас наши пункты там Украина примет. И вот чтобы такого не происходило, введена общественная должность советника по информационным вопросам, чтобы кроме российской точки зрения звучало еще и наша в этом отношении. А кроме того, посредники скажут свое слово. И получается что все, они так очень сильно обрадовались, потом подумали и сказали, что давайте сначала увидим украинские документы и так далее, потом будем радоваться дальше. Но можно аккуратно, очень осторожно сказать,
что начался процесс разблокирования, простите, блокировки работы этих подгрупп. Вот в чем. Это положительная новость. Сейчас, в первую очередь, по вопросам безопасности гуманитарным, особенно гуманитарным. По поводу обмена лиц, которые удерживаются сторонами, там есть еще нюансы. Заключаются они, в частности, в процедуре очистки там, юридической и так далее, и так далее. То есть целая история, но тем не менее это дискутировалось. Но все конкретные предложения, хотя Кравчук предлагал, Леонид Макарович, что он предлагал? Он предлагал, вот есть позиции сторон, в которых мы еще не примиримы. Они непримиримы, мы непримиримы, никто не собирается уступать пока, скажем так, по принципиальным вопросам, то, что называется красной линией. Но есть, пусть очень небольшой, но люфт. И предложение украинской стороны было такое: давайте мы работать по люфту практически, не становиться в позу, не заявлять там дальние заявления, да, работать по тем вопросам, которые можно, где мы согласны, без дополнительных дорожных карт, плана действий и так далее. Мы, кстати, с нашей стороны планом действий это называем, этот документ, план D. Но они все-таки заняли позицию, что сначала мы увидим ваше предложение, а потом на основе компилятивного общего документа начнем решать все остальные вопросы. Но это уже сдвинулись. Это существенное продвижение. Там очень серьезная и непростая ситуация. И в борьбе за безопасность граждан, по обе линии конфликта, в борьбе за освобождение людей, за решение гуманитарных вопросов приходится очень аккуратно и тяжело по миллиметру двигаться, договариваясь, переговоры очень непростые. Ну, знаешь, мне это напоминает такое искусственное поддерживание жизни в организме, который не способен жить. И ты и как военный, не как военный прекрасно знаешь, ну, можно там уменьшить количество обстрелов, например, да, но никто никогда не решит один важный принципиальный вопрос контроля границы, да. Мое личное мнение: Путин никогда завоеванную им в 2014 году границу не отдаст, а Украина никогда не сделает никаких шагов, пока не будет выполнено главное условие. Собственно, о чем дальше разговаривать-то? Вот это же заявлено, и с украинской стороны заявлено. Их условия невыполнимы. Это изменение в Конституцию, которое уже было сказано нашим, что они не будут приняты, что Россия не будет диктовать там внутреннее законодательство и так далее. Я по политической части я не вижу ни одной точки соприкосновения. Вот ты видишь? По политической части есть точки соприкосновения. Очень мало, но они есть. Например, в комплексе мер предусмотрено, что мы должны согласовывать порядок, ну, я общими фразами скажу, не точной цитатой, порядок интеграции этих районов временно оккупированных в Украину, снова реинтеграции. И мы должны дискутировать с представителями этих районов. Но представители этих районов есть и с той стороны, и с нашей стороны, поэтому с нашей их вели. И они тоже принимают участие в дискуссии, у них свое мнение. Это представитель Донбасса, тот же Казанский, тот же Гармаш и так далее. И возникает вопрос вот о чем, что мы должны учесть мнение народа Донбасса. Мы его учитываем, но только мы, кроме их представителей, имеем своих представителей, которые прибывают в дискуссии и консультируют нас насчет специфики, скажем так, региональной. Ну, значит, тут вот их мнение, вот как знаешь, как кислота и щелочь, результат. И тем не менее, мы же выполняем Минские соглашения, мы выполняем комплекс мер, так или иначе. Возникает следующий вопрос. Например, вот закон, который о статусе территории, да, этих районов ОРДЛО, он должен продлеваться сейчас, либо видоизменяться. Наша группа должна выработать рекомендации парламенту. Парламент, мы им все время объясняем, россиянам, что у нас разные политические модели. И нас спрашивают: вы можете гарантировать, что Верховная Рада примет этот закон? Мы говорим: не-не-не, мы не можем такого гарантировать, мы можем выработать рекомендации и подать их на рассмотрение Верховной Рады. У нас парламентский суверенитет. Мы не можем Верховную Раду обязывать или еще что-то там принимать. Они будут сейчас рассматривать этот закон. Наша группа работает прежде всего для того, чтобы выработать наши собственные рекомендации нашему же собственному парламенту. Это здоровенный и очень серьезный кусок работы. А парламент будет, опираясь и на доклады, например, национального разведывательного сообщества и так далее, и по своей политике принимать решение о том, что делать с этим законом. Поверь мне, Эйдар, это такой кусок работы, что там это очень непросто. А рекомендации имеют несколько блоков, и выглядит это не в том числе так. Российская сторона хочет этого, представители ОРДЛО с нашей стороны хотят этого, и мы, как делегация, рекомендуем вот это. Мы должны их уведомить, в том числе, в первую очередь наш парламент, в первую очередь президент. Офис президента, как орган, который помогает вырабатывать ему решения. Здоровенный кусок работы. Она носит, скажем так,
аналитический характер в значительной степени. Не все так просто. У нас есть телефонный звонок, даже Да, два, как мне подсказать, редактора. Сначала, по мере поступления. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, кто вы, откуда? Задавайте свой вопрос Алексею Арестовичу. Улдис из Риги. Я хотел бы знать позицию гостя. Байден, который вместе с врагом Украины Обамой, давший Путину карт-бланш на войну с Украиной, вылизывал задницу Путина, кто брал деньги у Батурина, кто участвовал в разграблении американской помощи Украине, не путинский человек. А Трамп, который ни разу не проявил себя путинососом, просто не крыл его матом, оказывается, прислуга Путина. Хотел бы знать позицию. Спасибо. Это ко мне, что ли, вопрос был? Тут, скорее всего, мне кажется, это реплика была такая. Это реплика. Хорошо, давай я тогда уточню. Байден и Трамп? Да, это Байден и Трамп, Байден или Трамп. Включай теперь обозревателя. Значит, обозреваю. Выключаю совет. На время. Я не говорю сейчас от имени украинской делегации, я говорю как Алексей Арестович. Значит, ситуация такова. Я лично, глядя на то, что правильная модель качнулась влево очень сильно, и лозунги демократов уже граничат с тем, что я слышал в ранней молодости в СССР, скажем так. Понимаю, что Трамп, к сожалению или к счастью, сейчас единственное, что стоит между нами и вот этой вот неотроцкизма. Но это неокоммунизм, он же не касается США. Да. Риторика Байдена в отношении Украины жесткая в отношении России, в отношении Я сейчас про США. Поэтому тут дилемма. Сердцем я где-то с Трампом, потому что я не хотел бы, чтобы Америка провалилась в вот этот ультралевый проект, скажем так. То, что говорит Байден, это, опять же, личную точку зрения, подчеркиваю. То, что говорит Байден, он риторику ведет бурную, антироссийскую и так далее. Дебаты последние были. Да, но давайте посмотрим на дела. Трампа обвиняли сколько угодно, что он агент Москвы, но при Трампе было сделано настолько много для безопасности Украины, что при предыдущей, при Обаме, совсем не пляшет Обама. Во-первых, передача военно-морских кораблей, которая сейчас осуществляется. В-третьих, продажа дополнительной партии джавелинов. Учения беспрецедентные, которые сейчас прошли, объединенные усилия, Rapid Trident и так далее. То есть это, грубо говоря, НАТО развернуло, даже не НАТО, а в первую очередь США и Британия развернули. А ты абсолютно уверен, что это Трамп дает такие приказы? Но Трамп бы не мог, это не могло бы произойти без решения Трампа. С нашей стороны решало наше руководство высшее военно-политическое, потому что это допуск иностранных государств на нашу территорию. С их стороны их решало. Он не мог, не приходя в сознание или не замечая, сделать так, чтобы американские стратегические бомбардировщики или разведчики стратегического уровня залетели на территорию третьей страны и что-то там развели. Маленький уточняющий вопрос. Как тебе риторика Трампа, его восхищение Путиным, его постоянное желание Россию вернуть в все международные спокойно к этому отношусь, потому что я на дела смотрю. Дела Трампа при Трампе меня радуют. Зачем он это говорит тогда, твоя версия? Он эпатирует американскую публику, привлекает к себе внимание и так далее. Играет против ультралиберальной. Ты имеешь в виду, есть с Ким Чен Ыном такая же история, да? Конечно. Трамп же фигура, которая любит эпатировать. Но смотрим на его дела. Торговое соглашение с Китаем разорвано в пользу США. Примирение сейчас Израиля идет с очень многими арабскими странами, королевскими династиями Персидского залива. Это вообще сенсация. 5 государств заявили о готовности нормализовать отношения. Много чего происходит. То есть он говорит одно, эпатируя. Но это человек, который герой Симпсонов. Это человек, который выступал, вел 2 или 3 ток-шоу в Америке. Он эпатажный товарищ. И господин, я бы сказал. И вот эта эпатажность, это слова, это флер. И надо смотреть на дела. В каком-то смысле я нахожусь в таком же положении. Я достаточно эпатажно себя вел до этого, в том числе, например, в социальных сетях. Но есть эпатаж, а есть дела. Но Байден, он же не левак сам по себе. Ты же знаешь, он Украину знает, он был на фронте. Однозначно, Байден не левак. Но Байден, вот дебаты его первые, если сейчас анализировать, то он обращался к лозунгам что-то на вроде «вы, миллиардеры, виноваты, вы эксплуатируете бедных». То есть там еще чуть-чуть, и риторика Октябрьской революции начнется. Боже мой, как это все ведет в противоречие тому, что в Америке риторика, что происходит в мире, это совсем разные миры вообще. Это современная политика, говорится одно, делается другое. Но у нас это не тема программы все-таки. У нас звонок еще один есть. Говорите, кто вы, откуда, и ставьте свой вопрос Алексею Арестовичу. Добрый вечер, я с Луганщины, Наталья.
Скажите, пожалуйста, Алексей, вот, ну, я так понимаю, вы приверженец минских договоренностей. Как по мне, это уже красная линия. Это уже красная линия, дальше некуда ходить. Но все время говорят, вот если не приведи Боже, мы выйдем с минских договоренностей, то тогда снимаются санкции с России, 5-10. Вот интересно, если что-то случится по каким-либо причинам, зависящим от нас, независящим, мы выходим с минских договоренностей. Вот в лице прогрессивного, цивилизованного мира, кем мы становимся? Я вам варианты так даю. Оккупанты, агрессоры, нарушители международного права. Я как бы от себя скажу, что какая разница, выполняем мы Минск, не выполняем, есть он, нет ли. Россия от этого не становится миротворцем. Россия как была оккупантом, так и остается. Мы как были жертвой агрессии, так и остаемся, вне зависимости от того, в Минске, не в Минске. Так вот меня интересует, если мы выйдем, то тогда Запад и 5-10, вот мы станем агрессорами, вот когда мы выйдем с Минска, допустим, вот кем мы тогда станем? Кем они нас начнут считать, европейцы? Они прозреют и скажут, оказывается, Россия-то не такая плохая, это Украина негодяйка. И дальше кто мы тогда? Ну, вы Спасибо. уже начали отвечать. Дайте, пожалуйста, ответить Алексею. Они нас будут считать теми, кто не держит слова. А люди и страны стоят столько, сколько стоит их слово. Если мы взяли на себя обязательства, при каких бы обстоятельствах мы ни брали, как бы они ни были невыгодны для России, для Украины. Сейчас для России тоже, кстати, оговорка верная была. Есть обязательства, нет альтернативы международно утвержденной. И мы что? Следуем нашим обязательствам, потому что в долгосрочной перспективе иметь репутацию надежных партнеров, которые что делают, что говорят, то и делают, гораздо выгоднее во всех отношениях, чем пытаться выиграть непонятные следствия, политические, военные, в случае выхода из Минска. А можно это назвать вот так, я придумал такой термин, вот соблюдением политического этикета, что ли? Не просто этикета, а репутации и долгосрочных принципов, которые мы вкладываем вообще в осуществление своей внешней политики. Ну, представь себе, что я говорю, Айдар, ты знаешь, ты спрашиваешь, где ты, Алексей? Эфир прямой. Я говорю, ты знаешь, я передумал. Раз, два, три. Я понял. То есть, независимо от того, как ведут себя русские, мы должны... Наше поведение не определяет то, как ведет себя русский. Наше поведение определяет долгосрочные принципы, которые мы вкладываем в свою политику. И мы их придерживаемся. Как бы это ни было. Именно поэтому, при том, что, скажем так, политическая линия президента Порошенко шла в одном направлении, политическая линия президента Зеленского идет немного в другом отношении. Преемственность политики сохранилась в отношении выполнения приверженности Минским соглашениям и выполнения чего? Комплекса мер по их реализации. Я хочу закончить тему. У нас еще есть одна тема. Хочу закончить тему ТКГ. Очень короткий вопрос. Перехода красных линий, попыток перехода не будет когда-то, в то время, когда ты будешь находиться в ТКГ? И вы думаете, я промолчу, если он случится? Я сразу скажу. Но проблема в том, что я не согласился бы, если бы я увидел на это хоть какую-то возможность. Позиция очень жесткая, защита национальных интересов Украины. И вторая — сделать хоть что-то для того, что в тех сферах, где мы отчаянно нуждаемся, гуманитарная безопасность. То есть репутационно ты абсолютно спокоен, что ты ничем не рискуешь? Моя совесть чиста абсолютно. Ну, для себя лично. Да, абсолютно. Власть же меняется, составы коллегии, абсолютно чиста моя совесть. Это не самое сладкое место в общественно-политическом процессе, скажем так. А это в каком-то смысле я лег на амбразуру. Но я спокоен в этом отношении. Закрыли эту тему. Тема войны в Нагорном Карабахе. Вот там такая же минская группа, до смешного. Она и называется Минская, да? Да. Сколько ей лет, этой минской группе? 30 уже. Ну и до чего договорились? Они договорились они ни до чего. Более того, там очень интересная ситуация. Там коспонсоры Минского процесса США, Франция и Россия заняли консолидированную скажем так, не антиазербайджанскую, но слегка несбалансированную позицию в отношении сторон конфликта. Заняли когда? Сейчас, тогда? Они давно заняли, сейчас это просто остро проявилось. Ну, Штаты меньше, потому что они пытаются балансировать. Да, Россия пытается балансировать, Франция откровенно антиазербайджанская, антитурецкий, настроена. А кроме того, они совместно оказывают очень большое внешнеполитическое давление на Азербайджан, как я вижу. При всей вот ситуации 4 резолюции ООН, Азербайджан абсолютно в своем праве, ведет абсолютно справедливую войну. Тут уже вообще некуда придраться. Выполнял все соглашения, что только Азербайджан не предлагал Армении. И ветку нефтяную кинуть, и обменяться коридорами между Лачинским и Нахичеванским. И бесконечными. Даже сейчас Азербайджан
каждый военный шаг предваряет указанием на готовность к политическим переговорам. Сегодня разбомбили город, 21 погибший. Армяне смерчами накрыли. И президент Алиев все равно говорит, что он готов к политическому урегулированию. Там жило 150 тысяч человек на момент начала войны, по армянским данным. По армянским же данным 90 тысяч человек выехало. Но там стоит две армянские дивизии, и это 30 тысяч человек. То есть 90 плюс 30 – это 120. И они еще мобилизировали тысяч 15-20 человек. Фактически там гражданского населения практически уже нет, они выехались. Ну как нет? Ну что, город Степанакерт населен военными, что ли? Практически нет, я же не говорю, что вообще нет. Кто-то, может быть, и остался. Но в основном там военные и мобилизованные, и часть, конечно, людей, которые продолжают работать в магазинах, кормят тех же самых военных и так далее. Тогда сегодня власти военные, не признанные Нагорно-Карабахской республики, призвали покинуть, и Министерство обороны Армении призвали покинуть оставшихся мирных жителей города Шушу и Ханкинди, Степанакерт. Это ближайшие... Нет, призвали, да. Подожди. Покинуть. То есть само армянское руководство призывает мирных жителей покинуть. Поэтому когда и если туда войдет азербайджанская армия, мирных жителей там не будет. А еще я вижу такой пример, когда в Гадруте взяли двух стариков, 35 оставленных армян, оставленных 35-го года рождения, оставленных тем, кто, я не знаю, за ними ухаживал, еще кто-то. Азербайджанская сторона оказала им помощь и просит настойчиво передать армянской стороне. Армянская сторона не принимает, поэтому обеспечили надлежащий медицинский уход. Слишком бурно развивается Азербайджан, слишком долго он шел к этой победе, слишком взвешенную политику он до этого проводил, и внутри, и внешнеполитическую, чтобы сорваться сейчас в резню. Это абсолютно исключено. Президент Алиев заявляет, что вы можете оставаться, вы будете защищены так же, как любой гражданин Азербайджана, будут программы экономической помощи, восстановления края и так далее, и так далее. Каждому, кто там находится, будет обеспечена безопасность на уровне любого гражданина Азербайджана. Мало кто знает, но в Азербайджане до сих пор проживает от 30 до 40 тысяч армян. До сих пор. Ну, то есть ты хочешь сказать, что в случае, опять, мы же не знаем, чем все закончится. И вот твой текст ты постоянно пишешь, сегодня 17-й твой текст про Нагорный Карабах, ты тоже не знаешь, чем там все закончится. То есть, но если с точки зрения страшного турецкого, вообще в военном отношении, в политическом, в военном отношении там всего два варианта. Первый, либо они сейчас прорывают вот эти три участка, где они... Лачин, Хаджавент или направление на Шушу. И тогда это приближается к предпоследнему этапу операции, непосредственной блокаде, либо взятия Шуши и Ханкинди, либо и почетному выводу армянских войск, либо их уничтожение в окружении, если они не захотят выходить, либо, надеюсь на первый вариант, либо они остаются на этих позициях не в состоянии их пробив, и тогда начинается долгий политический процесс. То есть просто на другом этапе? Да. И подготовка, я так подозреваю, следующего этапа на весну, на зиму, если позволит, военного этапа. Сейчас вот решающие дни. Там. Сколько? 3-5. 3-5 суток, когда станет более-менее понятно. Завтра еще встреча в Женеве, там у них на высшем уровне почти. То есть еще что-то станет понятно. Тут недавно Трамп гордый пост написал, что я горжусь своими Помпео и так далее, что вот помирили армян и азербайджанцев, ну не помирили совсем, перемирие, да, но тут же было как бы... И он написал следующий Путин, пост, что, к сожалению, не соблюдается. Ну сначала Путин пытался, потом Трамп пытался, в итоге ничего не получается. Вот. Ну, про Трампа не будем, у него сейчас другие проблемы внутри страны, выборы и так далее. А что смотрит Путин на это? Что он может предпринять? Потому что там просто истерика такая идет страшная, да? Ну, ты же иногда смотришь, наверное, русские каналы, всякие жирики, всякие люди, которые говорят, что там вплоть до священной войны, так сказать, со всемирным исламом, там, что Турция сейчас захватит весь, так сказать, Говорю как военный обозреватель. Значит, с моей точки зрения, Путин и Турция конкурируют за византийское наследство. Это Северная Африка, Восточное Средиземноморье. И столкнувшись между собой в странных очень странных отношениях, как все сейчас. Ну, Ирак и Иран воевали 13 лет, там химические атаки, сотни тысяч погибших, и не прекратили даже торговые отношения при этом. Поэтому там приграничная торговля где-то там в районах, где нет боевых действий, все равно осуществлялась. Вопрос вот в чем, что россияне проиграли. Ничья в Сирии, на двух полях боя. В Сирии и практически проиграли в Ливии через свои прокси и так далее. Турки дважды победили. У Путина нет никакого желания третий раз это пробовать уже в Закавказье.
Вот. И меняется сейчас ситуация. Многие россияне пытаются нас убедить, что Россия единственная разводящая в Закавказье, на постсоветском пространстве. Но ситуация мы видим какая, что Россия как раз прощается в этой войне с этой ролью, и туда заходит Ты Турция. уверен в этом абсолютно, что Путин не предпримет попытку стать миротворцем? Я не знаю, что сделать. Усилить конфликт поставками дополнительных. А, кстати, на это Алиев, президент Азербайджана, намекал, Он да? сказал, что у него есть документальное Что доказательство. самолеты летают. Армянские самолеты летают, да. что российские Грузия не пропускают. Ну возят. вот. Ну то есть... Есть же Безусловно, поддержка более того, военная. туда зашли российские комплексы радиоэлектронной борьбы и сидят там тоже не выпустили. Что туда зашли боевики из русской весны много разных, из Крыма. разных Прошу людей. прощения. Да, есть и это. Да. Я это тоже сегодня упомянул. И, ну, как всегда в прокси-варианте Путин пытаться будет сберечь Армению от военного поражения, либо в гибридном варианте, либо увеличить цену победы для Азербайджана. Он интригует. Вот Азербайджан в сложной ситуации, потому что они выстраивали определенные отношения с Россией, в том числе экономические, да, и сейчас они вынуждены признавать или говорить о том, что Россия, являясь конспонсором процесса, одним из сопредседателей, ну, немного смещает акценты в пользу Армении, скажем так. Вот. Он говорит о документальных подтверждениях, и опора Алиева как раз на союз с Турцией. И турецкая рамка, как я понимаю, турецкая цель – это зайти коспонсором процесса, стать одним из... Да. То есть Турция стать Четвертым, либо найти новый формат. Они постоянно говорят, и турки, и азербайджанцы говорят о том, что новая реальность создана, и эта новая реальность должна модерироваться, регулироваться. Слушай, мне это кажется со стороны, да, что вот в чистом виде кровавая баня в Нагорном Карабахе никому не нужна. Ни Азербайджану, ни Армении, никому. Ну, так все минимизировать потери стараются. Ну, в том-то и дело. Да? А есть вариант политического решения на каком-то этапе? Если бы армянское руководство проявили волю и мудрость, они бы сейчас договорились о чем? О перемирии и отступлении. Понятно, что на них давит партия войны, на того же Пашиняна, который 30 лет самой... Это так называемая Карабахская партия, я не сильно Карабахская разбираюсь. партия и армейская, и спецслужбовская. Это промосковские коррупционеры, которые на 30 лет сидели на теме и гипнотизировали, и самогипнотизировали народ. Армяне же создали легенду о своей непобедимости и о Великой Армении, которая почему-то должна расширяться за счет соседей. И они вот уверовали. Легенды можно создавать, как я говорю, нельзя в них верить. Вот они уверовали сами, и теперь на него давит мощнейшая партия войны. Но вчерашнее заявление, что Пашинян должен уйти в отставку, бывших политиков, вся сила армии, снятие командующего пограничными войсками, снятие командующего начальника контрразведки. Там тяжелейшая борьба, внутриполитический кризис. Его вчера с истероидными нотками заявления обращения к нации до войны, до победного конца. Он же с самого начала сделал ошибку. Он стал демократом. И вместо того, чтобы начинать очень медленно, плавно, понятно, с оглядкой на партию войны и поддерживающее ее население процессу регулирования мирного, он сына послал служить в Карабах. Он сам съездил в Карабах и заявил, что Карабах — это Армения. Он, желая, видимо, не растерять капитал и не давая повода внутренним врагам, слишком много начал заигрывать с военной темой Карабаха. Это была большая ошибка. Сейчас он продолжает это же делать, намекая на то, что армия его не очень хочет подчиняться, а там ему подмигивают и намекают с той стороны, что может кончиться военной хунты. Просто никто не хочет сейчас на место Пашиняна, он же проиграет. Да, поэтому... Ну, да, я не завидовал человеку, который... Давление этой партии войны будет продолжаться, и он, ну, даже здесь есть, пусть крохотный, вот как у нас ТКГ, пусть крохотное, но пространство для решения. Что бы я сделал на его месте? Я начал бы очень аккуратно разговоры с гарантиями, с международным посредничеством, заручаясь им постепенного вывода войск и освобождения районов. Там же была программа 5 районов, потом 7 районов. Почему они не выполнялись никогда? Правда, 2 минуты остается. Потому что нет установки армянской на этой российской. Была установка «стоим, держим». Ты считаешь, что это Россия всем рулит там? При российском участии как минимум. Россия была хитрой. Почему Россия, я абсолютно уверен, она не хочет выходить с Донбасса, хотя не признает его, да, никак, да, и никакого желания Путин не испытывает стать в глаза своих граждан вот таким потеряшкой, да. Вот. И почему ты думаешь, что он так легко скажет с Азербайджаном забирать? Он нелегко. За Азербайджаном стоит Турция, которая дважды выиграла Россию уже. Она является союзником. Ты же не думаешь, что Путин считает себя меньше Эрдогана? Он не считает меньше, он просто на поле боя убедился, что не катит. Турецкая армия сделает российскую в 2 хода, если дойдет в 2 хода, если дойдет до вооруженного противостояния. Но это ядерная держава, тут такое. Так а кого это спасало ядерное оружие, скажи, пожалуйста? Израиль, будучи ядерной державой, они это официально не признают, но мы же понимаем, 5 раз воевал и сейчас воюет. На Фолкленды аргентинцы отобрали у ядерной державы Британии. Пришлось отбивать. Пришлось отбивать. Соединенные Штаты и сама Россия, что? Вот мы воюем с Россией 7-й год. Сильно их сберегло это ядерное оружие. Мы единственная страна в мире, применявшая полный комплекс вооружений неядерных по войскам Российской Федерации. Полный.
оперативно-тактические ракеты, авиацию, все, что хочешь. И до перемирия продолжали применять, исключая те, которые были согласованы Минскими соглашениями. Сильно им это помогло. Ядерное оружие, она спасает в очень узком спектре ситуации. Ну, в общем, От войны не бережет. Передайте Путину, что Алексей Арестович, гость сегодняшней программы «Прайм» на канале АТР, считает, что Надо уходить. надо уходить. И отсюда, Что он из Донбасса. сдулся Путину И из Карабаха, и из Донбасса. из Крыма. И из Крыма. Спасибо, что пришел на этот интересный, насыщенный день. Всего доброго, смотрите АТР. Пофилософствовать нам сегодня не удалось с Алексеем, хотя и планы были как раз такие. Но жизнь вносит свои коррективы, не до философии сейчас. Всего доброго. Главное, не болейте, берегите себя, своих близких от коронавируса. Это страшное дело. Будьте здоровы, сохраняйте жизнь своих родных и близких, особенно на оккупированной территории, в оккупированном Крыму, где оккупантам нет никакого дела до ваших жизней. Всего доброго.